Эксперты. В расследовании геноцида есть трудности. По мнению экспертов, с начала 2022 года предпринимаются некоторые важные шаги для привлечения Китая как международного сообщества к ответственности за бесчеловечные преступления, совершенные против миллионов уйгуров и других мусульманских этнических групп в Восточном Туркестане. Однако, как сообщает «Голос Америки», согласно ежегодному сводному отчету ВОА по восточно-туркестанскому вопросу, все еще существуют серьезные трудности в независимом расследовании систематического геноцида в Восточном Туркестане. Принятые меры не могут оказать сдерживающего воздействия в полной мере, что связано с тесными отношениями большого числа стран и организаций с Китаем. Немецкое телевидение задокументировало факты угнетения людей Китаем в Туркестане. Один из самых престижных телеканалов Германии, второе немецкое телевидение, 20 декабря транслировал документальный фильм под названием «Китайцы и уйгуры. Зверство в Синьцзяне». Фильм начинается с рассказа пожилой казашки по имени Халида Акиткан, которая живет в Казахстане и демонстрирует решимость найти более 20 своих братьев, пропавших без вести в китайских тюрьмах и лагерях. В Анкаре представили культуру Восточного Туркестана. Международная ассоциация неправительственных организаций Восточного Туркестана и Общество исламской культуры и мысли Университета Анкары организовали совместную программу продвижения культуры Восточного Туркестана. В программу включены артефакты древней культуры Восточного Туркестана, уйгурская архитектура, фотографии исторических мест и миниатюра одной из самых известных мечетей Восточного Туркестана – мечети Хейга в Кашгаре. Япония расследует утверждение Китая о создании секретных аванпостов в стране. Япония объявила, что Организация защитников правовой защиты проводит расследование утверждения о том, что Китай создал секретные полицейские участки в Японии. Официальный представитель правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил на пресс-конференции по этому вопросу, что будут предприняты все необходимые шаги для прояснения ситуации. Импорт оборудования для производства микросхем в Китае упал. Импорт оборудования, используемого в производстве микросхем в Китае, снизился в ноябре до самого низкого уровня за последние 2 года из-за падения спроса на электронику и ограничений, введенных в США. Согласно таможенным данным, в ноябре китайские компании импортировали оборудование для производства полупроводниковых микросхем на сумму $2,3 миллиарда. Эта сумма примерно на 40% ниже, чем год назад. Также это самая низкая сумма с мая 2020 года. Германия отправила вакцины BioNTech в Китай для вакцинации своих граждан. Германия отправила в Пекин вакцины от COVID-19, разработанные BioNTech для вакцинации своих граждан, проживающих в Китае в соответствии с межправительственным соглашением. Посол Германии в Пекине Патрисия Флор объявила, что граждане Германии в материковом Китае смогут получить вакцину BioNTech в ближайшие недели.